Гагарская центральная районная больница является главным лечебно-профилактическим учреждением района. Именно здесь местные жители и не только получают необходимую медицинскую оперативную помощь, проходят лечение в условиях стационара. Так как Гагра является воротами в нашу республику и согласно плану посещения медучреждений Абхазии, специалисты из Российской Федерации начали с Гагарской ЦРБ. Вы знаете, с Михаилом Альбертовичем Мурашко, с министром здравоохранения Российской Федерации были договоренности ранее о том, что приедут коллеги из Российской Федерации для оказания организационно-методической помощи, повышения эффективности деятельности государственных учреждений Республики Абхазия. Мы всю нормативную документацию уже отправили в Российскую Федерацию. Большая работа уже проведена со стороны Российской Федерации. На самом деле это впервые такая история, вот это стратегическое планирование здравоохранения Республики Абхазия. Впервые за 30 лет приезжают люди из крупных федеральных центров Российской Федерации, таких как Центральный научно-исследовательский институт организации здравоохранения и другие профильные ведомства. Представлены здесь и Краснодарский край, и федеральные центры, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, заместители присутствуют, и Краснодарский край, и другие профильные, как говорится, направления здесь присутствуют. Мы хотим комплексно подойти к этому вопросу. Гагарская районная больница разделена на два корпуса – стационарную часть и поликлинику. В общем, состоит из 11 отделений, имеется лаборатория. В ряде существующих проблем исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Будба обозначил главную из них – это кадровый дефицит. У нас большой дефицит именно узкопрофильных специалистов. У нас один реаниматолог в Гагарах. Все. Специалисты нам нужны. И вот я попросил Михаила Альбертовича в прошлом году, и к нам приезжали специалисты из Подмосковья, из Башкортостана, даже из других регионов. И вот мы как-то вот эти курортные сезоны, острые такие пиковые нагрузки, мы благодаря помощи из Российской Федерации, как бы вот и не только реаниматологи были, и хирурги, правильно были, и другие специалисты были. А вот педиатры, терапевты. Этот вопрос кадров, он сегодня тоже остается открытым. Даже я вот сейчас с Михаилом Альбертовичем говорил, он дал поручение, там, связывался со мной Андрей Николаевич Плутницкий, заместитель. Вот по этим вопросам у нас они остаются открыты. Вот сейчас он уезжает 31 числа, у нас фактически один остается реаниматолог в Гагарах. Да? Мы своими силами не можем перекрывать, потому что у нас всего их там 6 человек в республиканской больнице. Тут мы все это вам расскажем, покажем. Вот такие моменты острые у нас есть. Делегацию возглавляет заместитель директора департамента по реализации специального инфраструктурного проекта Минздрава России Эльмира Вергазова. Мы готовы к сотрудничеству и решению проблем в медучреждениях Абхазии, отметила она. Мы очень хотим помочь Республике Абхазия организовать медицинскую помощь для жителей Абхазии самым лучшим образом. Мы видим желание министра Эдуарда Валерьяновича, мы видим желание всех коллег, главных врачей. И было бы замечательно, если бы мы все вместе, дружно сейчас смогли решить ваши сложности, проблемы, помочь вам. И попытаемся вместе организационно-методическую помощь оказать и, может быть, даже что-то еще более существенное, материальную поддержку постараемся. Согласно плану посещения российская делегация вместе с исполняющим обязанности министром здравоохранения Эдуардом Будба посетит основные медучреждения страны. Сария Кварцхеля, Даур Цулуки, Абхазское телевидение.